В 1926 году Каракиргизская автономная область была преобразована в автономную республику в составе РСФСР, а в марте 1927 года Каракиргизская автономная область была преобразована в Киргизскую АССР. А уже в октябре 1927 года было утверждено типовое положение о местных органах государственной статистики, в соответствии с которым впервые было образовано статистическое управление. История создания государственной статистики уходит своими корнями в далекие 20-е годы прошлого столетия, когда в апреле 1926 года постановлением Президиума Каракиргизского облревкома были образованы первые статистические организации, положившие начало систематической деятельности по сбору и обработке экономической и социальной информации. Крупными событиями первых лет деятельности государственной статистики стали участие во всесоюзной переписи населения в 1926 году, всесоюзной школьной переписи в 1927 году, проведение выборочной переписи сельского хозяйства в 1927 году, по итогам которой впервые были опубликованы таблицы социально-экономических показателей отдельных территориальных образований, сплошная перепись совхозов и колхозов в 1928 году, а также перепись предприятий мелкой и кустарно-ремесленной промышленности в 1929 году, из которых в то время и состояла основная часть производителей товаров в республике. С распадом Советского Союза и обретением государственного суверенитета и независимости Кыргызстана начался новый этап развития статистики республики. Работники органов государственной статистики республики вносили большой вклад в успешное решение многих важных задач нашего государства на всех этапах его развития. Однако кардинальное реформирование государственной статистики за годы независимости поставило перед статистиками качественно новые задачи по созданию национальной системы статистики, отвечающей статусу независимого государства. В 1994 году указом президента Кыргызской республики Государственное агентство по статистике было преобразовано в Национальный статистический комитет Кыргызской республики. Национальная служба статистики впервые получила статус независимого органа. Событием государственного масштаба стало проведение первой национальной переписи населения в 1999 году, по результатам которой была получена обширная первичная информация. Введены данные почти 5 миллионов переписных листов и 1 миллиона 200 тысяч списков проживающих в помещении. В результате создана база данных переписи. В настоящее время национальная статистика Кыргызстана имеет все обязательные атрибуты современных статистических систем. Это законодательство, отрасль статистики и статистические методологии, соответствующие международным стандартам. Важнейшим событием последнего времени стало принятие в июле 2019 года Закона Кыргызской республики об официальной статистике. В основу закона положены основополагающие принципы Организации Объединенных Наций в области официальной статистики, такие как независимость, объективность, общедоступность, научность, профессиональные стандарты и этика, конфиденциальность, координация, использование международных стандартов, международное сотрудничество. Значительно расширились возможности доступности официальной статистики. Все заинтересованные пользователи могут обращаться к данным Статкома, публикуемым в статистических сборниках, журналах и размещенным на его официальном сайте. Хотелось бы отметить, что значительное увеличение числа посетителей официального сайта, в том числе новых пользователей, а также англоязычной версии пользователей сайта, свидетельствует о росте интереса и доверия к официальной статистике. Национальная статистика использует статистическую методологию, принятую в международной практике. Показатели кыргызской статистики сопоставимы с показателями других стран. Должен отметить, что использование единых международных стандартов статистики
способствует интеграции Кыргызской Республики в мировое сообщество. Ключевую роль играет статистика и в информационно-статистическом обеспечении хода выполнения социально-экономических программ развития страны, законов, решений президента и правительства по вопросам социально-экономической и демографической политики, своевременного и качественного мониторинга индикаторов целей устойчивого развития, а также реализации международных обязательств республики. Национальный статистический комитет и его территориальные органы являются производителями официальной статистики, обеспечивающей координацию деятельности по разработке, производству и распространению официальной статистической информации. Сегодня Нацстатком осуществляет сотрудничество с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых государств, Евразийской экономической комиссией, Всемирным банком, Статистической службой Европейского Союза, Международным валютным фондом, Европейской экономической комиссией, Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Детским фондом ООН, Международной организацией труда и многими другими международными организациями. И, конечно, все эти технологии, они не родились на ровном месте, они сделаны нашими людьми, которые работают в статистике. И благодаря этому дню я хотела бы поздравить всех наших статистиков с профессиональным праздником, который мы празднуем уже практически 27 лет. Это большая заслуга наших статистиков перед государством, что действительно мы обрели профессиональный праздник. И сегодня можно сказать, что статистик – это профессия состоявшаяся, потому что у нас есть закон об статистике, профессиональный праздник, и у нас есть сайт государственной статистики, поэтому статистика – это состоявшаяся профессия. Я поздравляю всех наших людей с этим праздником и думаю, что в дальнейшем мы достигнем гораздо больших результатов, потому что приходят молодые, умные, образованные именно на современных технологиях, они продвинут вперед нашу статистику. Проведение единой государственной политики в области статистики обеспечивает Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. В настоящее время его структуру представляет 7 управлений и 5 отделов. А численность работников центрального аппарата составляет 112 человек, среди которых около 90% составляют женщины. В настоящее время перед Нацстаткомом поставлены задачи по успешному проведению переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики, работы по модернизации, цифровизации национальной статистической системы, включая переход на электронный сбор статистических данных. В этом году статистика Кыргызстана отмечает свой 95-летний юбилей. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех работников органов статистики с этой знаменательной датой. Уверен, что преемственность и кадровая стабильность, присущая статистической системе, сохранена благодаря вашему патриотизму и верности своей профессии. Сохранена благодаря самоотверженному труду ветеранов статистики. Позвольте пожелать вам доброго здоровья, благополучия и творческих успехов в работе.